Первомайское утро столицы. Красная площадь. На центральной трибуне мавзолея руководители коммунистической партии и советского правительства, видные военачальники. День международной солидарности трудящихся продолжает праздничную эстафету юбилейного Ленинского года, завершающего года 10-й пятилетки. Под руководством коммунистической партии, ее Центрального комитета и Политбюро во главе с Леонидом Ильичем Брежневым советский народ уверенно идет по пути, озаренному немеркнущим светом ленинских идей. Трудящиеся Москвы, как и все советские люди, рапортуют о досрочном выполнении плановых заданий и социалистических обязательств, о готовности успешно завершить 10-ю пятилетку и новыми трудовыми победами встретить предстоящий 26-й съезд КПСС. Патриоты, труженики, интернационалисты, советские люди в день 1 мая протягивают руку дружбы всему прогрессивному человечеству, призывая народы мира к борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм. Празднование 1 мая на Красной площади столицы вылилось в яркую демонстрацию единства партии и народа. Нынешний 1 май празднуется накануне 35-летия нашей победы в Великой Отечественной войне. В канун 1 мая трудящиеся Азербайджана отметили свой большой праздник – 60-летие Азербайджанской Советской Социалистической Республики и Компартии Азербайджана. В торжествах, посвященных знаменательной дате, приняли участие делегации братских союзных республик Москвы и Ленинграда. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев огласил приветствие Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета министров СССР, а также передал всем трудящимся Азербайджана сердечные поздравления с юбилеем от генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. В своем докладе товарищ Алиев подчеркнул, что все социалистические завоевания азербайджанского народа – это торжество ленинской национальной политики. Участники торжественного собрания заверили партию, ее Ленинский Центральный комитет, лично Леонида Ильича Брежнева в том, что в дружной семье союзных республик советский Азербайджан будет и впредь идти по пути коммунистического строительства. В Москве состоялось 95-е заседание Исполнительного комитета Совета экономической взаимопомощи. В нем приняли участие заместители глав правительств стран-членов СЭФ. С докладом, посвященным 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина, выступил заместитель председателя Совета министров СССР, постоянный представитель Советского Союза в СЭФ Катушев. Участники заседания подчеркнули, что мировое социалистическое содружество, сплоченное на основе марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма, находится в авангарде социального прогресса, является самой динамичной экономической и политической силой, оплотом мира и безопасности народов. В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы экономического и научно-технического сотрудничества стран-членов СЭФ. Новыми трудовыми свершениями во славу любимой Родины встретили 1 май труженики всех отраслей народного хозяйства нашей страны. На Экибастузской ГРЭС-1 дал промышленный ток первый энергоблок мощностью 500 тысяч киловатт. Отсюда электроэнергия пойдет на промышленные предприятия Урала, Сибири, Казахстана. Советские энергостроители сделали важный шаг на пути реализации решений 25-го съезда КПСС о создании на базе дешевых экибастузских углей каскада из 4 электростанций общей мощностью в 16 миллионов киловатт. Производственное объединение «Апатит». В
В ходе предмайской вахты на руднике Центральный добыты тысячи тонн сверхпланового сырья для производства фосфорных удобрений. Слаженно, целеустремленно трудилась в эти дни бригада экскаваторщиков, который возглавляет ветеран Великой Отечественной войны, орденов славы 2 и 3 степени Николай Евгеньевич Тарасов. Одним из лучших водителей рудника по праву считается коммунист, наставник молодежи Анатолий Валентинович Антонов. Опыт передовиков, инициаторов работы по бригадному подряду, находит на руднике широкое распространение. Ударно, по-ленински трудятся здесь сегодня 74 бригады коммунистического труда. Хабаровская бройлерная фабрика – крупнейшее в нашей стране предприятие с высокомеханизированным и автоматизированным процессом производства. Сооруженная на 2,5 года раньше срока, птицефабрика полностью обеспечит мясом птицы и диетической продукцией Хабаровский край и районы строительства Байкало-Амурской магистрали. Продукция производственного объединения «Россельмаш» давно уже пользуется доброй славой у хлеборобов нашей страны. Труженики объединения неустанно приумножают свои усилия по выполнению решений июльского 1978 года Пленума ЦК КПСС об ускорении комплексной механизации сельского хозяйства. В ходе предмайского социалистического соревнования на заводе установлен рекорд. За сутки собрано 295 зерноуборочных комбайнов «Нива». За высокие показатели в труде коллектив объединения награжден переходящим красным знаменем ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Советский Союз, его доблестные вооруженные силы отстояли свободу и независимость Родины в кровопролитнейшей из войн, принесли освобождение другим народам, избавили человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы никогда не забудем те исторические дни. Они будут вечно жить в памяти народной. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы, пороха пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы